Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передачи «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о болях в животе у детей. Сегодня мы решили узнать, что будут делать родители, если у ребенка заболит живот. Что вы будете делать, если у ребенка появится боль в животе? Обращусь к педиатру, своему врачу. Или вызову на дом, смотря какие боли. Педиатр вызовет врача скорую. Обращусь в скорую помощь, попрошу, что нужно делать. Обращусь к врачу, Ларисе Аркадьевне, по телефону. Все. Обращусь к врачу, вызову скорую. В первую очередь, да, есть номер телефона нашего педиатра, позвоним педиатру. Вызову педиатра. Таблетки. И в поликлинику обязательно будем обращаться. Во-первых, врача, наверное, вызову. Конечно же, позвонить в скорую помощь. И все, наверное, ждать. Врачу позовем, если сами не сможем ничего делать. В больницу позвоню вначале, вызову врача. Все, дальнейшие действия, как врач назначит. Боли в животе возникают в любом возрасте и могут быть вызваны разными факторами. Прежде чем пытаться определить причину боли в животе у ребенка, необходимо выяснить, насколько боли интенсивны и где они локализуются. Боль может быть острая или кинжальная боль. Она свидетельствует о внутрибрюшной катастрофе. Боль может быть тупая, ноющая или колющего характера. Могут быть боли схваткообразные, режущие, пульсирующие. Боли могут появляться периодами или присутствуют постоянно. Могут отмечаться боли вверху или внизу живота. Они могут отдавать в правое или левое подреберье и в бок. Характер боли напрямую зависит от причины. Некоторые причины совсем безобидные и не несут угрозы для здоровья ребенка. Но бывают и такие причины, которые требуют незамедлительной помощи специалиста или даже хирургического вмешательства. Рассмотрим основные причины и заболевания, для которых характерны боли в животе. Боль в верхней части живота возникает при воспалительных процессах, расположенных здесь органов. Она может быть и сигналом плохого пищеварения, особенно когда в пищу употребляются острые и жирные продукты. Также боль в верхней части живота может быть вызвана заболеваниями половых органов, аппендицитом в начале заболевания. Если боль спровоцирована травмой, это может быть разрыв селезенки. Боль ниже пупка указывает на следующие заболевания. Это воспалительные процессы кишечника, кишечная грыжа, пупочная грыжа, межпозвонковая грыжа. Иногда защемление нервов в позвоночнике отдается болезненностью внизу брюшной полости. Это может быть и аппендицит. Распространенной причиной боли в животе у детей являются колики. Чаще всего они проявляются у детей до 6 месяцев и возникают в результате скопления газов в кишечнике. При этом дети страдают от вздутия живота, отказываются от приема пищи, становятся капризными. Причиной часто является неправильный рацион кормящей матери, плохо подобранная смесь или врожденные патологии органов пищеварения. Глистные инвазии, заболевания кишечника, вызванные простейшими, например, лимблиоз, это частая причина боли в животе и вздутия кишечника, чрезмерным скоплением газов. Дети, которые заражены гельминтами или лямблиями, имеют склонность к развитию аллергических реакций, у них плохой аппетит, бледная кожа. Симптомы глистных заболеваний зависят от вида паразита, живущего в организме ребенка. Острые кишечные инфекции – это достаточно опасное и распространенное заболевание среди детей разного возраста, которое проявляется после употребления некачественных пищевых продуктов. Помимо болезненности отмечаются тошнота, рвота, жидкий стул, общая интоксикация организма и повышение температуры тела. Боли в животе также могут быть вызваны запорами, травмами брюшной полости. Тревога и стресс также могут стать причиной боли в животе у ребенка. Чаще такие боли встречаются у детей до 10 лет. Возникают они при страхе или переживании. Чтобы избежать появления боли в животе, связанных со стрессом, родители должны как можно ближе общаться с ребенком
и помогать решать его проблемы. Есть еще такой термин, как острый живот. Острый живот – это не заболевание, а синдром, включающий в себя целый симптомокомплекс, характерный для ряда опасных повреждений органов брюшной полости и острых заболеваний. Как правило, эти болезни требуют немедленного лечения или операции. Дети редко могут объяснить тип боли и ее локализацию, поэтому родители часто не обращают внимания на детские жалобы, что приводит к позднему диагностированию заболевания. Детские острые заболевания развиваются очень быстро, поэтому острый живот часто заканчивается летальным исходом. Больше всего к нам, к детским хирургам, обращаются с детьми по поводу боли в животе из-за острого аппендицита. Ребенок начинает жаловаться на боли в животе. Если ребенок до года, то начинается заболевание с подъема температуры. Ребенок беспокоится, сучит ножками, иногда бывает рвота. В таких случаях не надо затягивать, сразу же надо обращаться к медицинским учреждениям, в частности к хирургам. Кроме этого, у детей встречается инвагинация кишечника. В основном у детей до года встречается. Ребенок начинает среди внезапного здоровья беспокоиться периодически, временами успокаивается, потом минут 15-20 начинаются боли, ребенок кричит, стул в основном отсутствует. С течением времени появляется рвота. В таких случаях также надо сразу же обращаться в медицинское учреждение, к хирургу. Так какая же боль в животе опасна для ребенка? Острая боль в животе – это опасный признак. Она может свидетельствовать о развитии сложных кишечных заболеваний, требующих незамедлительной госпитализации ребенка и хирургического лечения. И своевременно оказанная помощь может навредить здоровью ребенка. Существует несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о том, что ребенку нужна срочная госпитализация. Это резкая и острая боль в животе, нарастающая и блуждающая боль, многократная рвота, повышение температуры тела, длительный и непрекращающийся понос, запавшие глаза, сильное беспокойство, обмороки на фоне боли в животе, кровь в стуле или в рвотных массах. Какую первую помощь следует оказать ребенку при наличии у него боли в животе? Родители должны внимательно относиться к любым изменениям в поведении ребенка, обращать внимание даже на обычные жалобы «болит животик». Приступы боли в животе у ребенка, которые длятся больше 30 минут, должны стать причиной обращения к врачу. Если боль нарастает, немедленно вызывайте скорую помощь. До прибытия медицинской бригады не проводите никаких манипуляций с целью уменьшения боли. Важно отметить, что при появлении боли в животе ребенку категорически запрещается давать любой обезболивающий препарат, особенно без назначения врача. Обезболивающий препарат может замаскировать сложные болезни, такие как аппендицит, кишечная непроходимость и другие заболевания. И драгоценное время будет потеряно. Любые народные средства также могут усугубить ситуацию. До врачебного осмотра нельзя кормить ребенка. До приезда скорой помощи разрешается лишь приложить пакет со льдом к животу ребенка, чтобы облегчить его состояние. Ни в коем случае нельзя использовать грелку, так как тепло способствует распространению воспалительного процесса. Исходя из всего, что сегодня сказано, можно сделать вывод, что многие болезни имеют сходную клиническую картину. Поэтому самостоятельно определить причину боли в животе у ребенка практически невозможно.
И только своевременное обращение к врачу, результаты лабораторных и диагностических обследований помогут педиатру, гастроэнтерологу, хирургу определить причину и назначить нужное лечение, исходя из индивидуальных особенностей каждого пациента. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.